Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Шаттық Маратовна. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз глагол. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Всем привет! Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня пройдем тему глагол. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Глагол дегеніміз не? Глагол дегеніміз ол сөз табы болып табылады, заттың іс-әрекетін білдіреді, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Және ол баяндауыш қызметін атқарады. Егер де зат есім бастауыш болып бір сызықпен белгіленсе, ал глагол дегеніміз ол екі сызықпен белгіленеді, баяндауыш болады сөз табында. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета. Глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», «что делал», «что сделал», «что делают», «что будет делать». Например, дети играют, что делают. Дети – это подлежащее, подчеркивается одной линией. Играют – это сказуемые, подчеркивается двойной линией. Птицы летают. Что делают птицы? Летают. Здесь летают сказуемые, глагол. Я делаю уроки. Я что делаю? Делаю уроки. Подчеркивается двойной линией. Мы катаемся на санках. Мы что делаем? Катаемся. Катаемся здесь сказуемые, поэтому обозначается двойной линией. Инфинитив дегеніміз не? Ол глаголдың бастапқы формасы. Мысалы, читать десек, чита бұл корень болып табылады, основасы. Т ол суффикс болып табылады. Сол сияқты итти сөзінде ит дегеніміз ол түбірі болса, ти ол суффикс болады. Моч сөзінде мо корень болса, ч ол суффикс болып табылады. Мына таблицада сол әртүрлі глаголдардың түзілу формасы көрсетілген. Инфинитив глагола – это начальная форма глагола. Инфинитив образуется с помощью суффиксов т, ти, ч. Например, читать, читать здесь корень, т суффикс. Смотреть, служить, стрелять. Идти, нести, вести образуется с помощью суффикса ти. Беречь, мочь образуется с помощью суффикса ч. Бере, мо – это основа глагола. Глагол үш шақта болады. Настоящее, прошедшее, будущее. Осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Что делает, что делают – это вопросы настоящего времени. Например, я работаю, вы едите, они рисуют, она пишет, ты отдыхаешь. Что делал, что сделал – это вопросы прошедшего времени. Например, я работал, вы ели, они рисовали, она писала, ты отдыхала. Что будет делать, что сделает – это вопросы будущего времени. Я буду работать, вы будете есть, они будут рисовать или нарисуют. Она будет писать или напишет. Ты будешь отдыхать или отдохнешь. Міне осындай глагол шақтарға бөлініп, сұрақтарымен осы таблицадан көрсеңіздер болады. Глаголдың числосы болады. Мысалы, единственное число бұл бір заттың действиясын, яғни іс-әрекетін білдіреді. Ал множественное число, көптік түрі, бұл екі немесе одан да көп заттың іс-әрекетін білдіреді. Глаголы изменяются по числам. Единственное число – это действие одного предмета, а множественное число – это действие двух и более предметов. Например, спортсмен бежит, спортсмены бегут.
во множественном числе. Птица летает, птицы летают. Ваза стоит, вазы стоят. Книга лежит, книги лежат. Ученик пишет, ученики пишут. Дверь открыта, двери открыты. Ребенок играет, дети играют. Если вы не знаете, как образуется множественное число, можете посмотреть мои видео. Я оставлю ссылку в описании. Етістіктің өткен шақта единственный числода жекеше түрінде родтарға бөлінеді. Мысалы, что делал мужской родта самолет летел. Что делала женский родта птица летела. Средний родта что делала делало. Облако летело. Тек қана жекеше түрінде ғана родтарға бөлінеді, ал көптік түрінде бөлінбейді. Глагол изменяется по родам только в прошедшем времени в единственном числе. Например, что делал мужской род? Самолет летел. Что делала женский род? Птица летела. Что делало средний род? Облако летело. Во множественном числе род глагола не определяется. Етістікте не частицасы қолданылады. Ол сөздің отрицаниясын, яғни болымсыздық белгісін білдіреді, және ол бөлек жазылады. Частица не придает глаголу отрицательное значение и пишется отдельно. Например, читал, не читал, писал, не писал. Глагол сөйлемде басты мүше болып табылады. Баяндауыш. Глагол в предложении чаще всего главный член предложения и является сказуемым. Например, дети учатся в школе. Дети – это подлежащие, подчеркивается одной линией. Учатся – это сказуемые, подчеркивается двойной линией. Біз осы сабақта глагол дегеніміз не, оның родтары, шақтары, көптік түрін, жекеше түрін білдік. Енді сол сабағымызды бекіту үшін осы упражнениені жасап көріңіздер. Видеоны тоқтатып, времясын, числосын жазып көріңіздер. Егер жазып болған болсаңыздар, дұрыс жауабын көрейік. Пишет был настоящее время единственное число. Писал прошедшее время единственное число. Буду писать, напишут будущее время множественное число. Еще раз остановите видео, попробуйте выполнить это упражнение. Определите род, время и число. Если выполнили, давайте посмотрим ответ. Думаю, что вы ответили правильно. Олеся приготовила ужин. Прошедшее время – единственное число в женском роде. Саша поел. Это тоже прошедшее время в единственном числе в мужском роде. Солнце село. Прошедшее время – единственное число в среднем роде. Дети играют в прятки. Настоящее время – множественное число. Здесь невозможно определить род. Учитель придет завтра. Будущее время – единственное число. Мы напишем ответ на следующей неделе. Предложение является будущим временем, множественным числом. Книга упала на стол. Прошедшее время – единственное число в женском роде. Он работал без остановки. Слово «работал» – глагол. В прошедшем времени – единственном числе в мужском роде. В небе появилось облако. Появилось. Прошедшее время – единственное число в среднем роде. Я хочу знать русский язык. Хочу знать. Будущее время – единственное число. На этом наш урок окончен. Можете посмотреть и мои другие видео про единственное множественное число существительных, про роды существительных. Думаю, что урок был полезным. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за ваше внимание.